заседании судебных коллегий Верховного Республики Абхазия для соглашения выяснил судебное заседание по лечению судебной безопасности по рассмотрению уголовного дела в отношении подсудимых Андрея Кирилловича, Ивана Владислава Петровича, Ивана Владислава Петровича, Халата Дмитрия Ривазовича. Уважаемый помощник, домовитый Айван Кузец. На судебное заседание явились государственные обвинители, заместитель генерального прокурора Республики Абхазия Торгор Руслан Львович, начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Анчведовой Федорович, адвокат Габилая Загидоевна, представляющий интересы потерпевших Шамба Ливарца Михайловича и Шамба Хадырата Ливарцевича, адвокат Таня Марина Георгиевна, защищающий интересы подсудимых Чхаду Эрика Юрьевича, Ганна Беслана Тотовича и Глаба Самандауровича. Адвокат Чхаду Константин Иванович, защищающий интересы подсудимых Ганна Беслана Тотовича, Ахалая Дату Ривазовича, Халая Лемура Ривазовича. Адвокат Скнарин Игорь Викторович, защищающий интересы подсудимых Чхаду Эрика Юрьевича и Ахалая Дату Ривазовича. Защитник Шенкау Эдуард Готович, представляющий интересы подсудимого Ганна Беслана Тотовича. От конвоя на судебное заседание доставлены подсудимые Чхаду Эрик Юрьевич, Ганна Беслан Тотович, Ахалая Дата Ривазович, Ахалая Демур Ривазович, Лаба Осман Даудович. На судебное заседание не явились адвоката Павла Мутарилович, защищающий интересы подсудимого Лаба Осман Даудовича, потерпевшие Бушвили Шурена Литварова, Карбунакова Лила Олеговна, Шамба Хаджар Ливарцевич, Шамба Рустам Раусович, Шамба Ливарца Михайлович, Авиц Башан Ливазович, Братухина Майя Викторовна, Сарантьев Мария Родович, Лежия Вадим Робертович, Узган Лёва Константиновна, Ивар Руслан Константинович, Васария Дата Сергеевич, Сава Джамал Григорьевич. Вам достаньте отсутствие вашей ошибки по поводу считаю возможным. Уважаемые участники процесса, ваше мнение, выразите свои отношения о продолжении судебного заседания в отсутствии адвоката Тапагова, который считает судебная коллегия совещания министра Пенделева продолжит судебное заседание в отсутствие адвоката Тапагова. Оглашается регламент судебного заседания. При входе и выходе судей все присутствующие в зале суда встают. Участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале суда, обращаются к суду со словами: «Уважаемый суд, в суде ваша честь». Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания стоя. Отступление от этого правила может быть допущено только с разрешения председательствующего. Участники уголовного судопроизводства, а также другие лица, присутствующие в зале суда, обязаны соблюдать порядок в судебном заседании и беспрекословно подчиняться распоряжению председательствующего. В ходе судебного заседания в суде первой инстанции помощником ведется протокол. Лица, присутствующие в судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографирования, видеозаписи и киносъемки допускается только с разрешения председательствующего. Лицо в возрасте до 16 лет в зал суда не допускается, только допускается с разрешения председательствующего. При нарушении порядка в судебном заседании и неподчинении распоряжению председательствующего присутствующие в зале суда предупреждаются о недопустимости такого поведения, либо удаляются из зала суда, либо на них может быть наложено денежное взыскание в соответствии со статьями 116 и 117 УК Республики. При неподчинении гособвинителя или защитника распоряжения председательствующего слушание дела может быть отложено или заменено другим лицом. А при неподчинении подсудимого по распоряжению председательствующего он может быть удален из зала суда до комиссара. Так, уважаемые участники процесса, мы очень продолжим судебное заседание, имеются ли у сторон какие-либо заявления ходатайства? Нет. У нас У вас ходатайство, да, я слушаю. Просим вас о закрытом заседании. Пока не представляется возможным, даже выговаривать замечания какие-то, что самому зала. Просим вас о закрытом заседании. У нас миллион аргументов, просто это не чувствует.
сами видите. Значит, вы считаете, что вы вносите о проведении судебного заседания в закрытом режиме в связи с тем, что вы, скажите, еще раз уточните, в связи с чем, кто вам мешает? Зал постоянно хватает. Выходишь на процесс, вот такой еще суд оценки не дал, уже говорят здесь убийца, не убийца. В конце концов, вы сами видели, стекла летают. Я хочу возможность спокойно выговариваться в нормальной форме, в нормальном процессе. Уважаемые, все подсудимые поддерживаете заявленное ходатайство? Все поддерживаю. Дайте на самом деле объективно разобраться. Мы хотим какие-то замечания делать. Чем дальше идет процесс, тем накаляется обстановка в зале суда. Дайте нам возможность свое. Часто мы стараемся, докажем это. Возможности нет у нас, как мы докажем, скажите. Оттуда стекла летят, Сколько процессов вы сорвали? Сейчас не хочу перечислять. Вы прекрасно помните. Так, уважаемое гособъединение, ваше мнение? Марина Георгиевна, ваше мнение? Я полностью поддерживаю позицию моего подзащитника, представляемого интересы ЧКП, если он считает. Кто он считает, я тоже считаю, что если вы удовлетворите заявленное ходатайство, это даст возможности полноценно рассмотреть данное дело, провести спокойной обстановки для защиты, для всех участников судебного процесса. Я думаю, что это будет поработаем в спокойной обстановке, пока еще одна бригада. Я полагаю, данное ходатайство вполне объективно. На самом деле мы видим, что не один процесс уже был сорван из-за того, что были, как выразился наш подзащитный, баталии из зала. И я думаю, в целях воспрепятствования каким-нибудь незаконным методом судебного заседания, чтобы суд проходил полноценно, объективно, чтобы суд не принимал каких-то радикальных мер по отношению к тем лицам, которые присутствуют в зале. Я думаю, провести закрытое заседание будет объективным и в целях того, чтобы проводился нормальный процесс. Ходатайство подлежит удовлетворению. Уважаемый суд, я поддерживаю заявленное ЧКП ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. Уголовно-процессуальный закон Абхазии предусматривает одно из оснований возможности принятия судом такого решения в случае, если этого требует интересы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Мы, имевшие ранее ряд событий, я полагаю, дает возможность суду принять решение. Если все было сказано предельно, я хочу добавить только один момент. Последнее заседание, когда Чмазов отвечал и сделал замечание, обращаясь к вам, сначала было сказано: рот закрой. Это говорит о том, что они реально не могут защитить свои права. То есть их пресекают, их останавливают. Я думаю, этот факт, аудиозапись ведется, это было установлено. А остальное здесь было сказано моими коллегами, для ходатайства обоснованное, и я считаю, подлежит удовлетворению. В Уголовно-процессуальном кодексе есть ряд принципов, по которому осуществляется правосудие. Один из принципов является гласность, и именно в этой статье указано основание для проведения закрытого заседания. Основанием для проведения закрытого заседания является в случае, когда в материалах уголовного дела либо в показаниях свидетелей, очевидцев будут обсуждаться государственная тайна, либо иная защищенная законом тайна. Рассматривается уголовное дело в отношении несовершеннолетних,
либо рассматривается уголовное дело в отношении преступлений, отнесенных к категориях, связанных с изнасилованием и раскрытием личных тайн. Также защита обратила внимание на эти связанные с обеспечением безопасности участников судебного заседания. Хотелось бы, под первые три признака не подпадает, видимо, защита делает и подсудимый делает акцент на четвертый признак, на обеспечение безопасности. Именно в рамках обеспечения безопасности судебное заседание было перенесено в службу государственной безопасности, уж более безопасного места, чем здание безопасности здесь нету. Суд в соответствии с регламентом осуществляет правосудие и обеспечивает порядок и безопасность. Касаемо того инцидента, это было не на прошлом процессе, а двумя процессами ранее были приняты меры административного воздействия, и суд тем самым ограничился удалением лица, нарушившего общественный порядок. Хотелось бы обратить внимание, что согласно протоколу судебного заседания, помимо лиц, которые нарушают общественный порядок из числа лиц, находящихся в зале, не являются участниками, неоднократно и сами подсудимые удалялись из зала суда за нарушение порядка, в том числе и выраженное оскорбление в адрес государственных обвинителей, представителей потерпевшей стороны. Поэтому я считаю, что нарушать оснований для проведения закрытого заседания на данном этапе нету. Ежедневно перед началом судебного заседания оглашается награды. В зале присутствует ряд сотрудников службы государственной безопасности, в том числе специального назначения. Поэтому перед досмотром, перед тем, как зайти в зал, лица, находящиеся в зале, досматриваются, их личные вещи досматриваются. Поэтому я считаю, что в данном случае принцип обеспечения безопасности участников процесса, тот инцидент, который имел место, да, он нашел свое отражение, человек понес административную ответственность в рамках закона. Поэтому я считаю, что основание для закрытия судебного заседания пока на данном этапе Сообщение я такого же мнения. Считаю, что оснований для проведения заседания в закрытом режиме нет. Я полностью согласен с доводами моего коллеги. С учетом того места, где процесс происходит, все позаботились о том, чтобы максимально меры безопасности изначально в этом процессе были соблюдены. Поэтому в остальной части считаю, что это ходатайство не обосновано, наоборот, дело резонансно и должно быть предано гласность. Здесь аккредитованные средства массовой информации, и они должны доводить до общественности те аргументы и доказательства, которые исследуются в этом суде, дабы было понимание объективности хода этого процесса. Поэтому я против, и одновременно хочу обратить внимание, что и суд тоже прошу активнее использовать другие меры в виде предупреждения, удаления и прочее, которые в случае возникновения таких инцидентов, о чем здесь было сказано. Спасибо. Процесса также поддерживает полностью сторону гособвинения. Считаю, что действительно в случае, если будет удовлетворено ходатайство подсудимого Чкады, в этой ситуации будет однозначно нарушен принцип уголовного судопроизводства. Один из важнейших принципов – это гласность судебного разбирательства. Считаю, что основания для проведения закрытого судебного заседания стороной подсудимым и защитниками, которые поддержали данное ходатайство, не представлено. Действительно, перед каждым судебным разбирательством судом оглашается регламент судебного разбирательства, и в случае нарушения суд принимает меры воздействия. Действительно, также мы все являемся очевидцами того, что для безопасности участников судебного разбирательства это не только подсудимые, но и сторона потерпевших и гособвинения. Приняты были меры, и судебное заседание действительно проводится в службе госбезопасности с дополнительным привлечением сотрудников. Считаю, что все возможные меры, предусмотренные законом для того, чтобы обеспечить безопасность участников, они приняты и исполняются. Поэтому считаю основанием.
И мы за СМИ никто не говорит. Это на ваше усмотрение, мы не говорим за СМИ. Я говорю о том, что мне не дается возможности высказаться. Мне зал не дает возможности. Безопасность здесь совсем при чем. Что за безопасность? Мне не дает высказаться. Я хочу сделать замечание, мне зал не дает давления. Спасибо. Да, в качестве реплики. Просто также сторона не смогла свой отказ аргументировать, но при этом подтвердила, что опасность была, что бутылка полетела. А если в кого-то попало, мы видели, здесь и повреждение получил и наша коллега. То есть они доказывают и подтверждают, что опасность была, и за то, что были приняты какие-то меры, на этом все. Нет, как раз таки, если вы говорите, что опасность реальная была такая, это нас как раз таки не лишает заявить именно об этом. Если мы не заявили бы, и мы остановились бы, вот то реагирование, что было со стороны суда, да, но мы заявили об этом. А опасность была, и о чем здесь спор может быть, мне до сих пор непонятно. И мы сейчас дальше лишаем их прав. Они просят, создайте безопасность, дайте нам высказаться. И как раз таки вот состязательность нарушается, и права подсудимых открыто нарушаются. Здесь речь идет о безопасности, так не переживаем. Здесь мы хотим свои замечания делать. Зал не дает возможности. Да, спокойно, обстановка. Если на самом деле, если в конце концов, если что-то нарушено, есть штраф, есть, еще другие шаги у вас. Если мы что-то здесь Видите, в заявленном своем ходатайстве вы все-таки акцентируете в целях безопасности или же в целях, чтобы в нормальной обстановке... Безопасность так вы видели на ваших глазах. Ну, да. А я еще добавил, говорю, что я хочу высказаться. Я в конце концов, да, спокойно обстановке. Я хочу свою невиновность здесь доказывать. Мне не дают. Суд предпринимает меры. Да это не... При этом Сколько раз ваша честь? да, это их право. Здесь с обоих сторон. И также, ваша честь, одну секунду, и также, если я себе проблему, я участник процесса, вы можете меня и оштрафовать, и выиграть. Один вопрос вы осознаете вообще последствия принятия решения о проведении заседания в закрытом режиме? То есть какой-то режим вы понимаете, то есть и пресса, и все, весь зал, все участники процесса подлежат удалению. Нет, пресса я не против. Так не бывает. Почему не как не бывает? Как не речь идет о безопасности, а не разглашении тайны. Частично Вы не путайте, там перечень идет. Если государственная тайна, то да, пресса не будет. Можно в части процесса, в части людей закрытый процесс. Здесь имеется в виду присутствующие. пресса, Нет, потерпевшего мы здесь не видели. Присаживайтесь, да, Потерпевший сторона вы меняете. Подсудимому было заявлено, статьи. Что пререкание обязательно? Можете к суду обращайтесь, если у вас замечания? Вышеуказанное ходатайство подсудимому было заявлено в порядке, как я понимаю, статьи 241 принципа гласности. Раз подсудимый отказывается от одного из принципов, что это не связано с их обеспечением безопасности, то я считаю, что ходатайство вообще не обоснованно, не подлежит отклонению. Кроме того, касаемо удовлетворения частичное, закон не предусматривает такую возможность. Средства массовой информации являются такими же неучастниками судебного процесса. За исключением конвоя и участников судебного заседания в зале никто остаться не сможет. Поэтому... Где это вы взяли? Можно в порядке речи сказать? Я тоже понимаю. Ваша честь, в качестве реплики. Я также хочу сказать, законодатель здесь не говорит, законодатель как раз таки разграничивает, когда тайна, когда опасность и так далее. В данном случае здесь мы не говорим о государстве, причем тут СМИ. Если это была бы государственная тайна, то, конечно, было бы основание и у нас заявить об этом, и суд, наверное, это и увидел бы, и расценил бы это.
Ну, а гласность здесь не нарушается, пусть находится СМИ и снимает, а что такого? Где здесь гласность? Тоже в порядке реплики сказать. Уважаемый суд, Уголовно-процессуальный кодекс говорит как раз-таки о том, 3 пункта, и мы не про пункты говорим, мы говорим о том, что уголовное дело может быть по постановлению суда рассмотрено в закрытом судебном заседании в отношении либо всего судебного разбирательства, либо соответствующей его части. Но конкретных людей или одну сторону вывести, я так понимаю, намеки здесь на потерпевшую сторону, интересы, которые я представляю, удалить потерпевшую сторону, я считаю, что так, уголовно-процессуального законодательства всех, это в том числе и средства массовой информации, поэтому мы считаем, что в этой части будет действительно нарушен принцип гласности уголовного судопроизводства. Мы правильно толкуем по плану. Так не бывает. Совещайте, спокойно посовещаться. Кто был наказан? Потерпевший? Кому штраф выписать? Понятно, уважаемый адвокат. У вас выслушали. Тоже является. Пока не потерпевший. Так, тишины, пожалуйста.
Всех участников процесса на заявленное ходатайство определила удовлетворение заявленного ходатайства подсудимым Чкатова отказать. Суд уже доводил до сведения участников процесса о возможности рассмотрения данного уголовного дела в закрытом режиме. В настоящее время судебная коллегия считает нецелесообразным проведение судебного заседания в закрытом режиме и предпринимает все исчерпывающие законные меры для полной реализации всех прав участников процесса и в первую очередь подсудимых. На данном этапе оснований для проведения судебного заседания в закрытом режиме в соответствии с статьей 241 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия судебная коллегия не усматривает. Судебное заседание продолжается. Да, мы вас услышали. Просто вы говорите, что на данном этапе нет, да, причин? Мы назвали один раз, два раза, три раза. Вы сами видели, сколько процессов собрали, как летели тоже. Не только от присутствующих, я вам также мы на данном этапе, нарушение регламента судебного заседания. Я все прекрасно помню. Да, на данном этапе все подсудимые встают, уходят, и мы не желаем, наши адвокаты, чтобы на данном этапе связано с чем? С этим, вот с этим, не именно конкретно с этим связано. С нашим определением? Да, с вашим решением. С решением о том, что судебное заседание проводится. Ну, не понимаете, почему это хочет. Не за сволочь платить вопросы. Не за всех говорю, что гособъединение это говорить, я понимаю. Удобно так. Поддержка, да. Вас я просто... Судебная коллегия вынесла свое определение, судебное заседание продолжится. Я вам скажу, ваша честь, это один раз, два раза, три раза. Еще хочу напомнить, что когда гособвинитель встает и потерпевшая сторона подходит, по спине гладит, успокойся. 14 сентября это было сегодня. По реалу выходит, давай, Георгий, мы не желаем, чтобы нас защищали здесь нас. Да. Давай, да. Полтора года один процесс без финиша не происходит. Вообще ничего не видно. Давай, все. Игорь, Георгий, вы уже теперь да. Мы не желаем, чтобы нас защищали. Тихо, что, спокойно хотим процесс проводить. У нас есть куча доказательств, Шахтарова, Я не имею права принимать дальше. Подсудимый отказался, что Отказался жить. Он уже не отказался от защиты, отказался. Он отказался представлять его интересы в суде, который рассматривается сегодня в этом зале. Как мы поняли? Это будет нарушением
всех законов, Вы которые должны я согласовать, должна... теперь встретиться с каждым из Вы вас. слышите, Либо заявление от них взять, что они официально вообще... было сказано. Алина Танева. Мне так сказал мой подзащитник. Что, вы доведите каждый свою позицию до суда, и будет суд принимать решение. Ваш подзащитный тоже отказался? Если мой подзащитный говорит о том, что я покинула зал заседания, и он не желает, чтобы я представляла его интересы, на сегодняшний день я не могу принимать. Я сейчас должна подняться с ними, все разъяснить, объяснить. И дальше, если он от меня официально напишет отказ, пускай обеспечивает защиту, другой адвокат придет и будет защищать его интересы, или вы по требованию приведете, это уже другая процедура. Я не имею права. Меня завтра лишат статуса адвоката. Я не имею права, дадите. Я буду лишена статуса адвоката. На данном этапе я не могу. Это желание, я по его желанию. Ваш Точно подзащитный. так же мой подзащитник Николай и Чикатов также высказали, чтобы я не присутствовал, не желают, чтобы я защищал их интересы. То, что я услышал, я хочу, чтобы было зафиксировано на бумаге и представить это суду. Без никакой мотивации, да? Ничего более не добавил. Просто сказался от вашего суда. Я думаю, Теперь что мы будем... нужно время сейчас встретиться. О чем вы просите суд, на что один Объявить перерыв для того, чтобы встретиться с защитником. На какой день? На сегодня, либо на апрель? Если Ваш подзащитный что-либо выразит перед уходом? Я согласен с коллегами, вероятно, мне есть необходимость согласовать позиции, чтобы уже выразить мнение общее. Конечно. Оппозиция. Ваша честь, наши подзащитные сказали, мы покидаем зал судебного заседания, попросили нас, чтобы и мы покинули. Что мы должны делать? Здесь Просим понятно? вас отложить. Если отказываться. Что вы говорите? Просим, мы ходатайствуем перед вами об отложении судебного процесса в связи с возникшими обстоятельствами. Правильно, коллеги? Я же не могу это. Тем более своего. Уважаемый, выскажите свое мнение на заявленное ходатайство защитниками. Уважаемый суд, перед удалением из клетки подсудимые указали о том, что они уходят с форме протеста ввиду принятого вами решения. И попросили защитников также удалиться из зала по таким же основаниям. Считаю, что если стоит вопрос о том, что они не доверяют своим адвокатам, либо по каким-то иным причинам не хотят, чтобы защитники Таня, Скнарин, Шинкао, Ичкадо и, наверное, Топаго осуществляли их защиту, то я считаю, что необходимо объявить перерыв и письменно получить соответствующие заявления от подсудимых. И в том случае мы тогда освободим защитников от участия в процессе. Кроме Вы того, не освобождаете? если они отказываются от вас, Не вы освобождаете. я за суд говорю, я не вас говорю. Суд сам за себя сказал. Поэтому я считаю, что заявление о необходимости отложения пока на данном этапе не подлежит. Защитники не имеют права покинуть зал судебного заседания, пока не будет официального отказа от защиты их интересов именно конкретными адвокатами. Поэтому я думаю, что более минут 40-50 до часа вполне достаточно для того, чтобы каждый адвокат индивидуально встретился со своим клиентом и принес нам либо заявление, заверенное в СИЗО. Сегодня это не получится, потому что каждый индивидуально... Что касается дальнейших наших планов, у нас планируется заявление, у нас истекает срок содержания под стражей. Если защитники будут освобождены, мы будем настаивать на том, чтобы были приглашены адвокаты по требованию, так как дело у нас осталось порядка недели. Я думаю, что это именно с этим и связано. Эти демарши, что у нас через неделю заканчивается срок содержания под стражей, и это попытка сорвать заявление на ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Поэтому я считаю, что одного часа будет, даже достаточно с учетом 4 адвокатов, прошу отменить перерыв на 1 час, и по этому окончанию этого времени собраться здесь и получить соответствующие заявления. Это не лишает нас в дальнейшем, не в рамках уже процесса, заявить ходатайство и обеспечить подсудимых. Их уход не связан со состоянием здоровья. Это никто из них не заявил, что плохо себя чувствует.
Это в порядке Уголовного процессуального кодекса их право не присутствует на судебных заседаниях. Я полностью подтверждаю и согласен с мнением своего коллеги. Единственное, хотел бы еще раз акцентировать на том, что почему это нужно сделать сегодня, не откладывая на более длительное время. 1 час, например, там, или 1,5, это более чем достаточно, чтобы взвесить позицию между адвокатами и их доверителями. Вот, а мы должны сегодня выяснить, дабы не нарушать сроки содержания под стражей. Поэтому, как сказал Иван Федорович, сегодня подошло процессуальное время, когда мы с очередным ходатайством о продлении срока содержания под стражей и подсудимых выходим, и здесь нарушений быть не должно. Прошу принять во внимание вот этот процессуальный момент. Я считаю, что это перерыв для того, чтобы выяснить все-таки позицию, потому что мне было понятно так, что подсудимые удалились как в связи с актом протеста с принятым решением суда, и они обязали своих адвокатов также удалиться, но они не имеют права диктовать поведение защитников. Здесь суд принимает решение, кому удаляться, кому нет. Вот подсудимые, да, понятно, что их никто не будет здесь удержать в зале судебного заседания. Считаем необходимо дать время для того, чтобы прояснить, отказываются ли они от защитников или отказываются просто от участия в судебном заседании. Там час я 3 часа. Каждому по полчаса, мне 1,5 часа. Что мы вместе форум? Если он от вас отказался. Старший боковой присутствует. Вы можете обеспечить каждому защитнику свидание в подзащитном? Согласуем все с... Судебная комиссия, совещаясь на месте, определила по делу объявить перерыв продолжительностью в 1 час и для прояснения создавшейся ситуации по делу в зале суда. Прошу всех встать. Вы постарались, насколько это возможно. Свидание, да. Когда вам слово, тогда начнем защиту с вас, да, Уважаемый суд, участники процесса, значит, наши подзащитные, в частности, Ахалаев Дато и Чикадуэри, зная о том, что сегодня прокуратура будет заявляться ходатайство о продлении срока содержания под стражей, дабы не заволокичивать дело, выразили свое мнение о том, чтобы мы присутствовали в судебном заседании. Да, на сегодняшнем процессе в части продления срока содержания под стражей. В дальнейшем будем решать уже сами этот вопрос. Пока ничего не заявили. А нет защиты от условий? Не отказались. Не отказались. На сегодня. Другие? Так, Шинкалов. Ну, провели беседу с Мгамбо, значит, он выразил согласие на то, чтобы мы принимали участие на этапе рассмотрения вопроса о карте засечения. По поводу дальнейшего участия в качестве его защитника, значит, он сказал, что в следующем судебном процессе он представит письменное заявление, намерен, желает ли он, чтобы его адвокаты, которые защищают, участвовали в решении.
Здесь все мы тоже повторяем. На самом деле, так как прокурор заявил, что они специально знают, что сегодня продление срока, в связи с чем, якобы, но их уход не был с этим связан. С чем это было связано, мы прекрасно здесь видим. Да, я из-за этого говорю, потому что они нам тоже условия поставили. Они сказали, на данном этапе для продления вы остаетесь, а следующее, наверное, суд получит в письменном виде, чтобы вы знали позицию. Да, меня тоже не отказали свою защиту, сказали о том, что я принимала участие, дабы чтобы не было мнения, не сложилось мнение, что это было связано с тем, чтобы затягивать, как говорится, часто говорят после обвинения, затягивать дело. Мы принимаем участие, нам дали право принимать участие на данном судебном процессе именно в обсуждении вопроса продления срока меры пресечения. Да? Об этом заявят письменно представитель на следующем заседании. В всяком случае, мы к этому решили. Ни один из подсудимых не вышел с камеры, не присутствует в зале суда. В этой части, уважаемая защита, ваше мнение о продолжении судебного заседания в отсутствии, по мнению участников процесса о продолжении судебного заседания в отсутствии Чкаду Эрика Юрьевича, Гамбара Ислама Анатольевича, Главного Ислама Дауровича, Халайда Тадемура Ривазовича, защита. Они еще добавили к тому, что без них рассмотрели, согласно рассмотрели вопрос продления пресечения в их отсутствии. Исследование доказательств не согласен. Не согласен. Только продлению срока содержания. Игорь Викторович. Да, аналогичное мнение. Да, среда. Я считаю, что судебное заседание по существу может быть продолжено, однако ввиду того, что мы стратили практически весь рабочий день, более 4 часов мы решаем вопросы, мы можем начать даже судебное заседание. Считаю, что с учетом того, что суду необходимо будет удалиться совещательную комнату после заявленного ходатайства, что займет также определенное время, считаю возможным на сегодняшнее судебное заседание ограничиться ходатайством о продлении меры пресечения, не рассматривая дело по существу, так как у нас планируются определенные мероприятия, но мы просто не уложимся в рабочий день. Рассмотреть в отсутствии. Да, конечно, это не связано с состоянием здоровья, поэтому рассмотреть вопрос меры пресечения на этом сегодня же закончим. Считаю возможным. Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила продолжить судебное заседание в отсутствии судебных Чкаду Эрика Юрьевича, Гамбара Ислама Тодоровича, Главного Ислама Дауровича, Халайда Тадемура Ривазовича, которые обеспечили защиту и присутствуют в защиту зале суда. Так, имеются ли участников процесса заявления ходатайства? Да, Ваша честь, у нас на самом деле есть ходатайство по статье 255 Уголовно-процессуального кодекса. Ходатайство о продлении срока содержания по страже подсудимому Чкаду Эрику Юрьевичу, Гамбару Исламу Тодоровичу, Главного Ислама Дауровича, Халайда Тадемура Ривазовича, Халайда Ривазовича. Производство Верховного суда Республики Абхазия на стадии судебного следствия и стадии исследования письменных доказательств стороной обвинения находится уголовное дело по обвинению Чкаду, Гамбара, Главба, Халая. Далее идет перечисление инкриминированных статей. 30 декабря 2021 года Генеральная прокуратура Республики Абхазия утвердила обвинительное заключение и материалы уголовного дела направлены в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Чкаду Эрика Юрьевича, Гамбара Ислама Тодоровича, Халая Даты Демура Ривазовича и Главного Ислама Дауровича. Обвиняемых в совершении преступления по умышленному убийству всеопасным способом граждан Республики Абхазия Шамба, Абицба, Акертала и покушение на убийство Шамба, Абицба, имевшее место 22 ноября 2019 года в городе Сухум на набережной Махаджира. В этот же день автоматизированной системой Верховного суда АСИС материалы уголовного дела были распределены коллегии из 3 судей. При этом при направлении уголовного дела в суд все обвиняемые находились под стражей. В соответствии с частью 2 статьи 255 УПК РА, если заключение по страже избрано подсудимого в качестве меры пресечения, то срок содержания его по страже не может превышать 6 месяцев, за исключением случаев, предусмотренной части 3 статьи настоящего кодекса. 21 октября 2021 года по истечении 6 месяцев судебного следствия
На основании ходатайства прокурора судебной коллегии Верховного суда было удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 21 января 2022 года. В последующем сроки содержания по аналогичным ходатайствам были продлены до 18 апреля и еще дважды продлевались на 3 месяца по аналогичным ходатайствам. 28 июня 2022 года по ходатайству участвующего прокурора были продлены сроки содержания под стражей в отношении Чкаду, Абганда, Блаба, Халая до 28 сентября 2022 года. Материалы уголовного дела содержатся в 30 томах. Список заявленных свидетелей обвинения превышает более 100 человек. При этом в настоящее время не допрошены потерпевшие по делу. Часть свидетелей не исследовали несколько томов письменных и вещественных доказательств по делу. Предполагаем, что стороной защиты также после окончания представления доказательств со стороны обвинения предстоит представить суду ряд свидетелей и представить письменные доказательства и характеризующие данные на подсудимых. Кроме того, учитывая объем материалов уголовного дела, с учетом того, что рассмотрение уголовного дела находится на завершающей стадии, государственному обвинению, потерпевшим стороне защиты потребуется время для подготовки судебного прения, а суду в случае провозглашения полной версии судебного решения время для его составления в совещательной комнате. Согласно части 1 и 3 статьи 255 во время судебного разбирательства суд по ходатайству стороны обвинения или защиты имеет право своим постановлением или определением изменить, отменить или исправить меру пресечения в отношении подсудимого. По ходатайству государственного обвинения суд, в производстве которого находится уголовное дело, по истечении 6 месяцев со дня поступления уголовного дела суд вправе продлить срок содержания подсудимого по страже. При этом продление срока по страже не может быть больше, чем на 3 месяца. В соответствии с статьей 109 мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97-99 настоящего кодекса. В настоящее время основания, учтенные при избрании меры пресечения и последующих продлений в соответствии с статьями 79, 97 и 99 не изменились и не отпали. Сторона защиты не представила суду доказательств невозможности продления ранее избранной меры пресечения или мотива для ее изменения. Считаем невозможным на данной стадии уголовного судопроизводства отмену или изменение меры пресечения в отношении подсудимых на более мягкую в связи с тем, что все подсудимые обвиняются в совершении тяжких, особо тяжких преступлений. Вину в инкриминированных преступлениях не признают. В ходе предварительного следствия подсудимые Бганда и Чкаду длительное время скрывались со следствия, находились в розыске. В случае изменения меры пресечения существует огромная доля вероятности того, что подсудимые, имеющие гражданство Российской Федерации, могут скрыться во избежание возможного наказания в случае вынесения обвинительного приговора, который будет связан только с реальным отбытием наказания. Так как при признании виновным в совершении особо тяжкого преступления условное наказание не допускается, а штрафные санкции не предусмотрены санкцией предъявленных статей. Кроме того, находясь на более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста залога, у подсудимых появится возможность оказания на недопрошенных в настоящее время свидетелей обвинения давления с целью изменения показаний. В соответствии с частью 3 прим. 1 статьи 255 суд вправе вынести одно определение на всех подсудимых с учетом индивидуального исследования обстоятельств, имеющих значение по делу. На основании изложенного руководства статьи 255 УПК РА прошу продлить срок содержания по страже подсудимому Чкаду Эрику Юрьевичу, Бганду Беслану Тотовичу, Блабу Аслану Галуевичу, Хахалая Дату и Дему Ривазовича со дня рассмотрения настоящих ходатайств на 3 месяца. То есть до 22 декабря текущего года. Спешитесь. Да, я Поддерживаю. Усмотрение суда положилось. Уважаемый суд, ходатайство прокурора, в общем-то, я не услышал, по каким основаниям необходимо решить вопрос о продлении меры пресечения. Было сказано о том, что подсудимые Бугамба и другие вину свою в совершении преступления не признают, но это их право, из-за этого это не может служить основанием для проведения меры пресечения. Далее, на настоящее время практически уже все свидетели обвинения допрошены, дали показания, и возможности подсудимым воспрепятствовать, оказать на них давление не имеется. Прошу отказать. Избрать
Да, вообще здесь было все предельно сказано, но прокурор обратил внимание, что защита не представила доказательства о их непричастности. Мы пока не дошли до этого стадии, мы тут только делаем замечания и все. Так что это заявление прокурора, я думаю, несостоятельное. А то, что сделано, проделанная работа, как раз таки обвинение не может представить прямых улик о виновности, в связи с чем я прошу отказать. Я, конечно, я, естественно, за то, чтобы суд объективно рассмотрел данное ходатайство. Если объективно будет рассмотрено, я уверен в том, что вы откажетесь в удовлетворении данного ходатайства. Почему? Да потому что в данном ходатайстве не изложены все те основания, которые необходимо предусмотреть при продлении меры пресечения. Чисто формально написано. Тяжесть это недостаточно. Одной тяжести недостаточно для того, чтобы продлевать меру пресечения. Это всем нам известно. Сейчас лекцию я вам не буду читать. Я не позволю себе этого делать. Вот. Но и второе, то, что свидетели, практически 99%, они допрошенные свидетели, которые представлены по обвинению, поэтому повлиять наши подзащитные, находясь под домашним арестом, никто они не смогут. Более каких-либо оснований не были озвучены со стороны по ходатайству, я говорю. Поэтому особое внимание хотела бы обратить, я не разделяю, у меня их 3 человека, Ганова, Ичкагова и Глаба. Действительно, на сегодняшний день значит, гособвинение представило, озвучило и практически до 80% письменных тех доказательств, которые они представили как значит, доказательства вины наших подзащитников. Но однако же я не вникаю в это, сегодня решаемое меру пресечения, поэтому вкратце скажу, что ходатайство не подлежит удовлетворению. Прошу его оставить. Отказать в удовлетворении. Разрешите комментарий. Основания для продления мной были указаны, я огласил их. Основания продления явилось то, что судебное следствие в настоящее время не завершено. Что касается количества свидетелей, мы не разделяем их 1 или 2. У нас есть ряд ключевых свидетелей, которые мы неоднократно заявляли по непринудительные приводы. Мы настаиваем на их явке, их показания являются ценными для обвинения. Мы в настоящее время также настаиваем на принудительном приводе этих свидетелей. Поэтому, кроме того, я привел основание для изменения меры пресечения является статья 109, где говорится о том, что здесь упрекнули в том, что мы недостаточно доказательств или причастности. Сейчас решается вопрос не причастности, а возможности изменения меры пресечения. Никто не говорит, что кто-то виноват, не виноват. Мы говорим, что никаких оснований для изменения меры пресечения адвокаты не представили. Для этого не нужно было предоставлять им право предоставлять, они могут представить медицинские документы, либо иные документы, которые бы препятствовали отбыванию, не отбыванию наказания, прошу прощения, а содержание их клиентов под стражей. Поэтому я считаю, что в ходатайстве указаны все материально-правовые основания для продления меры пресечения. Судебное заседание, несмотря на то, что вроде находится на завершающей стадии, прошу обратить внимание, что по вине государственного обвинения на протяжении более 1,5 лет ни разу не было срыва с процесса. Мы исправно ходим на все заседания, вовремя приходим, и ни разу не было того, чтобы мы срывали процесс по каким-либо основаниям. Поэтому упрекать нас в том, что судебное заседание затягивается, наверное, немножко некорректно. Мы поддерживаем ходатайство и просим удовлетворить.